Вспоминая битву в лесу Сунга в 711 году, стоит отметить, что енисейские кыргызы приходили в себя более 100 лет. Все эти 100 лет кыргызы платили налоги сначала восточным тюркам, а затем и уйгурскому каганату. До 820 года было много попыток стать независимыми, но они не имели успеха. И только в 820 году енисейские кыргызы стали достаточно сильны, чтобы бросить вызов уйгурскому каганату. Кыргызский аджо объявил себя каганом. Каган – повелитель всего кочевого мира, что было вызовом уйгурскому кагану и веской причиной для войны. Из-за этого уйгурский каган отправил войска на Енисей, которые были разбиты кыргызской армией. Между енисейскими кыргызами и уйгурским каганатом началась война, которая длилась 20 лет. Но удача отворачивается от уйгурского каганата. Государство терпит падеж скота. Уменьшается население. Все больше людей болеют. Кроме всего прочего, в каганате разворачивается междоусобная борьба. В итоге кыргызский аджо пишет ультиматум уйгурскому кагану и отправляется в поход на столицу уйгуров. «Судьба твоя решена. Я скоро возьму твою орду, где у входа привяжу своего коня и подниму свое знамя. Если хочешь потягаться со мной, приходи немедля. Если нет, то убирайся с моего пути». В 840 году кыргызы побеждают уйгуров, и аджо водружает свой флаг в столице уйгурского каганата Ордо-Балыке, грабит город и становится каганом. Около 100 лет существовал кыргызский каганат, который позже назовут кыргызским великодержавным государством. Имена кыргызских предводителей до нас, к сожалению, не дошли. Есть версии, что предводителя кыргызов перед походом назвали Манасом. По одной из версий, Манас или его прообраз жил в это время. Кыргызский каганат продержался недолго. Причиной тому стало рассредоточение кыргызских племен по большой территории. Также рассредоточение способствовало переселению первых кыргызских племен на территорию современного Кыргызстана. Ведь теперь уже кыргызский каганат простирался от Сибири и Монголии и до Ферганы. За те века кыргызской истории, о которых мы говорили ранее, мы можем проследить, как появилось первое упоминание о кыргызах. Как некоторые части кыргызских племен, примкнув к Аттиле, образовали родственные государства в Европе. Как начиная с 7-8 веков, кыргызы постоянно вели борьбу за свою независимость и в конце концов получили ее в виде великодержавия и большого государства. То, что государство располагалось на такой большой территории, говорит о том, каким на самом деле большим был кыргызский народ. Следует понять, что мы, нынешние кыргызы, были его частью, так же, как и другие родственные народы Енисея и Алтая сегодня.